Друг, телохранитель, а главное помощник. Собака-поводырь Нэнси со своей хозяйкой уже больше 6 лет. Елена потеряла зрение в 14, в подростковом возрасте у нее обнаружили серьезное заболевание. Девушка полностью ослепла. Пришлось оставить учебу. Жила замкнутой, почти никуда не выходила. В обществе слепых ей рассказали о четвероногих поводырях. Так и появился в жизни девушки надежный и верный спутник – восточноевропейская овчарка. Она добрая, спокойная, дружелюбная. Никакой агрессии никогда не было. Ну и не может быть, потому что собак-поводырей их очень строго отбирают. И чуть малейшая агрессия их сразу же списывают, то есть не готовят для незрячих. Она сама останавливается, я понимаю, что впереди какое-то препятствие. И я уже тросточкой, потому что тросточка – это тоже неотъемлемый помощник наш, когда мы ходим. И проверяю перед собой уже, какое там препятствие. Поход в магазин или на почту теперь не составляют труда. В умных глазах верного друга читается большая ответственность. Кажется, что и сама Нэнси прекрасно понимает, ее хозяйка не такая, как все, а потому хочет сделать все возможное, чтобы свести на минимум проблемы, которые доставляют Елене ее физические особенности. Считается, что именно собаки лучше всего помогают людям с ограниченными возможностями преодолеть свои страхи, депрессию, проблемы социализации и адаптации. Существует даже такая психотерапевтическая методика – канистерапия. Такие сеансы, например, организовали для воспитанников одного из психоневрологических интернатов Сыктывкара. Идея принадлежит Денису Железову. В этом году он получил звание лучшего педиатра республики. Сейчас это просто контакт, визуальный, тактильный контакт. Из того, которые дети воспримут животных, непосредственно этих собак, как своих друзей, да, как некоторый канал, портал, через который они смогут общаться с ними, создадут, и потом, соответственно, это должно поменять их общение между собой и, соответственно, общение со взрослыми, то есть их вливание в социум. Такая вот уникальная возможность пообщаться с четвероногим доктором так близко. Понятно, что положительные эмоции и новые впечатления нужны всем, но таким деткам кажется больше всего. Для выраженного эффекта специалисты рекомендуют установить длительный контакт с лохматым и добрым приятелем. Жизнелюбив и активен, и тоже очень любит детей. Правда, по роду профессии чаще всего сталкивается с преступниками, а точнее помогает их разыскивать и задерживать. Это Вольф с немецкого Поволжья или просто рыжий. Среди тысяч запахов он найдет один единственный нужный. В свои 4 года не раз представлял регион на кинологических соревнованиях. Входит в 10 лучших собак России. За его плечами не одна успешная операция по поимке преступника, поиску психотропных и наркотических веществ. Мы специально отбираем таких вот животных, таких собак, которые очень легко обучаются, очень контактные с людьми, ничего не боятся, у которых четкий слух и острое зрение. Потому что данных собак мы можем довольно-таки быстро обучить, и они приступают у нас к службе. Всего в этом центре кинологической службы работают почти 40 собак. Немецкие, восточноевропейские овчарки, лабрадоры, подкованность и полная боевая готовность. У них уж точно не бывает плохого настроения. Что до выходных и отпуска, то мохнатым сотрудникам они также полагаются. На отдых они выходят вместе с кинологом. Служат в среднем до 8 лет, после чего, как и люди, отправляются на заслуженную пенсию. 2018 по восточному календарю год желтой, земляной или бежевой собаки. Астрологи прогнозируют этот год, в принципе, счастливым для нас всех. Это животное очень умное и верное, любит трудолюбивых и старательных, поэтому каждый получит свою награду, если, конечно, этого заслуживает. Александра Головина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.